Здравствуйте, это программа «Интервью дня». В этом году отмечается 50-летие со дня выхода на экраны фильма «Дерсу Узала», в главной роли которого сыграл наш известный тувинский актер, народный артист России Максим Мунзук. И сегодня у нас в гостях его дочь Светлана Мунзук. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Максимовна, расскажите о первом выходе фильма, когда он именно вышел. Это был 9-й международный московский кинофестиваль. Это как раз вот проходили в июле. В некоторых источниках стоит 23-й первый показ, вполне возможно, в дни фестиваля, да? А 25 июля, возможно, были подведены итоги. Вот как раз тогда они и получили. Показали, и первая премия, вот именно «Золотой приз», они получили фильм Акиры Куросава «Дерсу Узала», где играл наш папа. На фестиваль поехал папа, был приглашен с супругой, то есть с мамой. Они вдвоем уехали туда. И было столько впечатлений по приезду. Да, это было так интересно. Но мы не понимали всю значимость вот этого фильма. Пока что. Не знали, а просто радовались за папу, да, вот. И уже через года, когда вот уже Оскара, когда получил, да, в 1976 году, и уже позднее, ты стал понимать, что за фильм, да, вот этот «Дерсу Узала». С годами росла гордость внутри тебя, потому что ты понимал, что за фильм. Ну, как говорят, все оригинальное, вообще гениальное, все просто. На самом деле так оно и есть. Вся гениальность, да, вот этого фильма «Дерсу Узала», я еще раз убеждаюсь в этом, знаете, в последних словах песни, которая поется в финале картины. Ты орел мой сизокрылый. Ну и тогда я летаю в небе синим. То есть он летал в небе синим, до сих пор летает и будет летать. И судя по тому, что по всем каналам постоянно идет этот фильм, это ладно, там каналы, да, а вообще я читала, да, есть информация, что вообще на нашей планете, да, более 120 стран выкупили этот фильм и показывают, крутят на своих экранах, на телевизионных каналах, на частных каналах. Крутят именно этот фильм. Он более становится актуальным, по-моему, даже с каждым днем. Вот действительно, если этот фильм посмотреть внимательно, то увидим, что это фильм, как бы сказать, это фильм о дружбе между разными, да, людьми разной национальности, разного вероисповедания, да. То есть это фильм еще об экологии. Потому что Дерсу Узала, он жил по законам Вселенной и был в гармонии со всей окружающей средой. Он даже тех вот рядом своих стрелков, да, ну зачем ты так делал, почему ты так поступил, да, это же, то есть этот человек был такой действительно земной, настоящий. Смотрю, вот каждый раз, я уже не помню, который раз я смотрела этот фильм, я убеждаюсь, что вот тувинцы, да, вот мы, тувинцы, все раньше жили по законам Вселенной. Мы соблюдали все те неписанные законы, да, существования вот в этой среде. То есть это фильм действительно такой гениально простой. А в самом деле, когда читаешь заметки, вот первые рецензии, да, вот на фильм,
Там какое-то было сомнение, что вот там какой-то он такой медленный, он такой тихий. Все начинали уже тогда привыкать. Ну, скажем, внутренние критерии, что ли, кинофестиваля, чтобы это было динамично, с какими-то такими острыми сюжетами, да, вот такой вот фильм. Монтаж, чтобы такой был. А он такой простой, тихий, и некоторые как бы, ну не то что критиковали, а удивлялись. Почему же Акире Куросава, да, и этому фильму, производство Мосфильм, такое пристальное внимание, и этот фильм завоевывал все больше и больше наград. И самое высшее, и самое престижное, я думаю, что это «Оскар» все-таки. Представляете, в 1976 году вручили. Потому что они увидели в этом действительно простоту гениальности Акиры Куросава. Я почему в начале-то песню? Вот просто кто будет смотреть, да, вот мне хотелось бы, чтобы они обратили внимание обязательно на начало второй серии, да, когда появляется Дерсу, Узала, после промежутка, когда они не общались с Арсеньевым в исполнении Юрия Соломина. Не общались. И они тут встречаются. Посмотрите, какая такая близость, какая теплота друг к другу. Да, вот. А потом около костра стрелки, вот, которые из отряда Арсеньева, поют песню. Так вот та самая песня, она звучала там как бы «Где ты был?» Да, вот «Дерсу Узала». Лейтмотивом идет так вот тема, да, композитора Шварца. Тема-то идет, вроде бы смысл такой. Так где ж ты был-то все это время, чем занимался? И вот как раз здесь он и рассказывает, да, я летал-то там-то вроде. Ага, вот он рассказывает о своей жизни Арсеньеву, Дерсу Узала, что он делал за это время. Затем обратить внимание на эту же песню, но только слова другие. «Где ж летаешь, мой орел?» То есть в настоящем времени, хотя последние кадры говорили о его смерти. Он похоронил своего друга, а потом искал могилу. Долго не мог найти. И вот он, когда похоронил, последний кадр, у охотников такое бывает, Рогатулина, такая длинная, да, вот, которая ходит по тайге, на могилу его ставит, наезд камерой, показывается Рогатулина, и здесь идут титры с этой стороны. А звучит-то песня это же не в прошедшем времени, а в настоящем. Идет «Я летаю, все летаю и летаю за теми горами». Акира Куросава попросил переделать, чтобы обязательно было в настоящем времени. Это звучит. То есть он предвидел, он настолько по-философски подошел вот к концовке, да, что до сих пор Дерсу Узала летает. Летает там, где-то за горами. В этом вот гениальность этого фильма. И я вот каждый раз, вот я говорю, вот просматриваешь и видишь, что уже находишь совершенно другие краски, кадры, уже видишь кадры, да, как же они работают. То есть это действительно мастер мирового кино. Не зря же говорят, он император японского кино. Ну, это вот первый выход, я говорю, и потом последующие, да, это вот впечатление. А первое, мы так просто радовались за папу. Это вполне естественно. По прошествии многих лет после съемок, как ваш отец вспоминал вообще о фильме? И самое главное, после выхода фильма, даже после всех получения наград, да, так было просто, он оставался таким же, то есть никакой звездности. И я этим горжусь,
конечно, очень много говорил. Почему? Поводом ведь были здесь, знаете, вроде как, ну, жизнь, она же сильнее, да, там захватывает, а потом что-то вспомним, да, поговорим. Он очень много эмоционально рассказывал, конечно, о трудностях своих, потому что он считал именно Соломина своим учителем в кино, потому что он актер театральный, а снимался только в 2 фильмах. Первый фильм это был «Люди голубых рек», второй вот «Пропажа свидетеля». То есть опыта не так много, как у Юрия Мефодича. И он все время говорил, что Юрий Мефодич мой башке. Он так к нему трепетно относился, и это было взаимно у них. У Юрия Мефодича, да, и это. Он часто вспоминал об этом. И особенно у нас повод поговорить именно о фильме, об Акире Куросава. Это были, когда мы получали открытки в Новый год с поздравлениями от Акиры Куросава. Он же был художником, Акира Куросава. И эти открытки, они были нарисованы его рукой. То есть авторские. Да, вот такие. Вот он, повод. Каждый раз говорили, мы разговаривали. Много интересного было, конечно. Так что можно говорить бесконечно. А как вы считаете, полвека для фильма – это большая дата или наоборот? Смотря для какого фильма. А это говорит о том, что, если вы помните, по Первому каналу показывали, да, фильм «Дерсу Зала» и документальный фильм Линды о фильме уже. И там Юрий Мефодич. Вы знаете, я смотрела с таким большим удовольствием, с гордостью и со слезами на глазах. Столько было хороших слов сказано в адрес вот, исполнителя Дерсу Зала, в адрес Максима Мандзюка, моего папы. Естественно, слезы на глазах. Это здорово, что фильм вот так вот живет и будет жить. Некоторые фильмы, конечно, уже покидают свою нишу, да, где-то в архиве остаются, а этот фильм все-таки крутят, и это здорово. Ну, я считаю, что этот фильм оставил хороший и большой след в истории Конечно, Тувы. конечно. Да не только в истории Тувы, вообще нашего советского, российского кинематографа. Есть надежда на то, что в будущем кто-то из тувинских актеров повторит успех вашего отца? Ой, наш тувинский народ, он талантлив. Если вот сейчас тувинский кинематограф начинает делать первые шаги, да, вот такие на хорошем уровне и в хорошем качестве, я думаю, что, может быть, мы сможем найти таких, не знаю, будем надеяться. Будем надеяться, и я просто хочу пожелать, чтобы все-таки творили и творили, и цель, вот, да, очередной «Оскар». Да, я мечтаю об этом, но не знаю. Время покажет. Потом, может быть, через 50 лет кто-нибудь даст интервью. Ну, это уже будет видно через 50 лет. Да. Я еще горжусь, что все-таки в Туве поставили памятник. Памятник именно Дерсу Зала. И это здорово. Это очередное напоминание о том, что Тува достойно может гордиться своим культурным наследием, что вот Мундзюк оставил след именно в том плане и в кинематографе. Да, сыгравший в кинофильме Акиры Куросава, да, и тем более получивший «Оскара». А вы знаете, мой кабинет на 4-м этаже театра. Я очень часто вижу, там и народ подходит, там молодые, самого разного возраста. И вы знаете, я видела несколько человек, вот пожилых, уже, ну, в возрасте, скажем, они подходили, просто держали за памятник, за руку подержатся. То есть с таким почтением, и это настолько отрадно,
что они вот таким образом проявляют уважение, почтение вот именно Максиму Мудзуку, исполнившему Дерсу Зала. Это здорово просто. Там приходят и экскурсии, да, проводят, там рассказывают о нем, потому что надписи там есть же, да, кому поставлен памятник. Ну, здорово. Светлана Максимовна, спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали о некоторых деталях фильма, о ваших воспоминаниях. Надеюсь, что я более чем уверена, что многие жители смотрели этот фильм. Ну а те, кто не смотрел, советую посмотреть. Действительно, очень интересный фильм. Я помню сцену, когда он упал в реку, но слышала, что это было для него очень сложный эпизод. Ну, будем надеяться, что и наше молодое поколение тоже посмотрит этот фильм. Ну а мы с вами прощаемся. Всего доброго вам. Спасибо вам.